Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире телеканала Кеймус, программа «Кефир». С вами я, Джамал Усмонова, и в течение данного часа мы будем вместе с вами обсуждать весьма интересную тему и очень полезную, так как она звучит сегодня следующим образом. Это культурный взаимообмен и путешествия. Мне кажется, что многие из вас интересуются путешествиями, познанием культуры разных стран. Может быть, кто-то уже успел получить образование за рубежом. Можете писать нам, звонить, мы будем вас ждать в течение ближайших минут. И у нас сегодня очаровательные девушки в гостях, они являются участницами программы Flex. Напомню, что эта программа является образовательной школьной программой. Девочки буквально недавно с корабля на бал сегодня к нам явились, прилетели из Соединенных Штатов Америки. Добрый вечер, девочки. Хочется немного, чтобы каждый из вас рассказал о себе. Здравствуйте, меня зовут Алтынай, я с города Каракол и съездила в Америку в 2013-2014 году. Сейчас учусь в Кыргызском экономическом университете. Также считаюсь сейчас алумником программы Flex. Все вроде бы. Здравствуйте, меня зовут Джангл. Я из города Ош. Сейчас, в данный момент, я учусь в КГУ-СТА. Я провела год 2014 по 2015 в Штатах. Буквально недавно прилетела, да, получается. в мае. Да. И я попала в штат Гавайи, самый, как говорится, рай на земле. И провела целых 10 месяцев там. Хорошо, девчонки, очень приятно видеть вас здесь, так как я знаю, что после этой программы многие остаются в Америке. Расскажите, пожалуйста, почему все-таки вы решили вернуться, или это временно все-таки обратно тянет вас в Америку? Вообще данная программа не предназначена для того, чтобы ездить в Америку и оставаться там. У нас есть контракт на 2 года, когда мы должны вернуться, и весь опыт, полученный там, мы применить должны здесь. То есть главная задача, что не съездить туда, в Америку, и просто отдохнуть, да, это привести все знания, накопленные там, и воплотить их здесь. Это вообще обязательно для всех приезжать сюда, но некоторые нарушают программу, вообще, эту программу, это и очень нехорошо. Да, да, это очень нехорошо, это противоречит всем законам, честно говоря, и это считается нелегально оставаться там. Так что... Алтынай, расскажи, пожалуйста, когда ты слетала в Америку и вообще в целом всю предысторию того, как ты туда попала, насколько сложно пройти этот экзамен. Я знаю, что есть там всевозможные пункты, есть тесты, нужно писать определенное эссе, нужно расставить свои приоритеты, почему ты хочешь туда полететь, с какой целью. Вот насколько сложно тебе все это далось? Расскажи, пожалуйста, нам. Наверное, далось это мне не так сложно, потому что у меня вся семья говорит на английском, мне все очень так подбадривали, что это у меня сестра сама бывший флексер тоже в 2009 году. И у меня как бы не было шанса, если я должна была обязана пройти эту программу. Проходила я подряд 3 года, подряд до 3-го тура доходила. И вот последний год мне повезло, в 11 классе, после 11 класса я попала именно в программу Flex. Вообще вся процедура прохождения состоит из 3 туров. Да? Первый тур — это грамматика, состоящая из 16 видов вопросов. Второй тур — это сочинение, да, всякие тесты на понимание английского и так далее. Третий тур — это большинство интервью, также эссе и документы, которые мы отправляем в США. Вот. Девчонки, нам в WhatsApp пришло сообщение. Они говорят о многом, наши телезрители. В основном очень положительные мнения, что девочки очень красивые, все-таки приехали обратно в Кыргызстан, и задает нам вопрос наша телезрительница, зовут ее Айкуля. Привет, девочки, расскажите, пожалуйста, как вам жилось в Америке? Ведь очень хочется каждому кыргызстанцу туда полететь, и особенно мне. Хочется узнать от вас, каково там было прожить год. Да, это было очень-очень весело, это было очень красиво. Мой штат, поскольку я никогда не была на тропиках, я впервые, когда прилетела, приземлилась, я первым делом увидела пальмы. Когда я увидела эти пальмы, я была невероятно, наверное, да, я не верила, что я там. Вот, если 10 месяцев, они очень быстро проходят. Я не успела очнуться, открыть глаза, когда уже пришел май, и мне нужно было собираться обратно. Весь год ты получаешь столько опыта, новых друзей, новую семью, и
то, что ты не можешь ощутить здесь, там учат там, и что ты можешь научить здесь. Девочки, я знаю, что даже многие взрослые люди в осознанном возрасте, летя в какую-то страну неизведанную, чувствуют себя очень потерянными. А вы, получается, в 10 классе, да, если не ошибаюсь, Да, отправляетесь 10-11. в новую страну. Каковы были ваши ощущения, когда вы с чемоданом в руке едете в страну, ну, всем известную, но достаточно большую, ведь можно и заблудиться, и потеряться, и не найти друзей. Какие у вас страхи были? Ну, когда я прилетела, честно говоря, я даже не осознала то, что я вообще на другом конце света, потому что я пролетела в штат Колорадо, это горный штат, получается, первое, что увидела, это горы, я такая, о, я с гор в горы приезжаю, поэтому... Было не было- ощущение, что ты в Кыргызстан приехал? Немного было, но все равно это другое, и, наверное, большую роль играет именно адаптация, это твоя семья, которая там тебя приютит. Мне повезло очень с моей семьей, у меня была мама, и мы были как лучшие друзья. И мне это очень помогло. Но это зависит также от каждого человека, как ты там адаптируешься, потому что есть люди, которые ожидали многого, и придя там, они ждут, что вот к ним все дадут, то есть им все на блюдечке принесут. Это не так. То есть ты должен, как все, стараться это делать, знакомиться с людьми. Вот тогда ты уже более адаптируешься, знакомишься с новыми Алтынай, людьми. как я поняла, ты прилетела год назад. Да, со год Штатов, назад. А Джамал буквально недавно. Да. Сколько дней прошло с момента твоего прилета? 3 месяца, 3-4, месяца. да, месяца. А был бы у тебя какой-то языковой барьер по возвращении на родину? Потому что я знаю, после того, как человек проживет год, общаясь на абсолютно другом языке, на иностранном языке, испытывает трудности здесь уже. И сложно переключиться с английского на русский. Были ли такие моменты? Это было только во время экзаменов, так как я, когда приехала, я сдавала ОРТ, и все экзамены, так как я заканчивала 11 класс. А с друзьями я могла и на английском общаться, потому что мои одноклассники уже с 1 класса учат английский. И дома, да, дома у меня никто не разговаривает на английском, я часто разговаривала на кыргызском. Девчонки, как раз таки на тему языков нам через WhatsApp пришло сообщение от нашей телезрительницы по имени Амина. Девочки, привет, говорит она, сколькими языками вы владеете? Я владею кыргызским, русским, также немецким и английским. Эти 4 языка, которые я знаю. Я те же самые, кроме немецкого, но я в процессе изучения французского. Здорово, большие молодцы. Очень здорово, что столько сообщений нам приходит. Напомню, что у нас WhatsApp появился буквально недавно. Сейчас на экранах вы можете увидеть тот номер, по которому можно отправить нам сообщение не только через WhatsApp, также можно отправить нам SMS-сообщение и позвонить нам в том числе. Пришло еще одно сообщение от нашей телезрительницы Амины. Какой максимальный возраст этого проекта? Задает вопрос Амина. Сам проект начал работу в 1992 году. Получается, уже 23 года, как по всему миру. Мне кажется, что Амина хотела Имейте в виду, несколько иначе задать вопрос. До какого возраста люди могут принимать участие? Это программа для старшеклассников, то есть обычно 15-17 лет. Это каждый год меняется возраст. То есть в этом году с 1999 года, с 15 января по 2001 по 15 июня, если не ошибаюсь, эти даты как раз, если ребята 9, 10, 11 класс попадают в эту категорию, то они могут подать программу FLEX. Хорошо, очень полезная информация. Девчонки, а помимо Америки, были ли вы в каких-то еще странах зарубежных? Нет. Нет. А куда хотите слетать? Я была в Германии, да, это было в 2012 году, по международной олимпиаде по немецкому языку. Вот. А нынешняя цель, наверное, Италия. Ну, Алтынай у нас уже практически полиглот, Да. оказывается. Впереди, я думаю, еще много свершений. А сейчас же, девчонки, у нас есть рубрика «Опрос». И интересно все же, куда хотят слетать наши горожане, наши кыргызстанцы. В нашей следующей рубрике «Опрос» мы перенесемся на наши улицы и зададим этот вопрос всем прохожим на улице. Я в Америку. Почему? Ну там, как сказать, все, ну я там была, вот там вообще супер, да. Ну, наш как-то отличается. В Канаде Почему? климат хороший.
Я в Испании. Почему? Ну, мне нравится эта страна. Чем? Не знаю, но она мне нравится. Не знаю, я думаю, нужно жить на своей родине, так как мы здесь родились. Уезжать никуда не хочется, просто здесь остаться. Почему? Люблю этот город сильно. Наверное, Дубай. Почему? Там политика, наверное, нормальная, я так думаю. Я бы хотела поехать в Турцию, как бы мне связано с учебой. Я окончила турецкий лицей, и как бы мне эта страна как бы нравится, да, эта культура, ихняя культура нравится. И, конечно, и в Швейцарию. Как красивая страна, горы такие красивые. Например, я бы выбрала бы Германию, но они там не воспринимают других наций. У них как-то нацизм все еще остался, что ли. И Англия вроде бы нормальная, но там тоже очень мало возможностей, чем в Кыргызстане. Да, в Кыргызстане все, что можно делать. Я только что, не только что, недавно приехал из Германии. У меня цель попасть в Европу, то есть жить в Европе, потому что там менталитет другой, люди другие. Я патриот. – 0706 97 50 05, номер нашего WhatsApp, а также номер нашего прямого эфира 97 50 05. Можете связываться с нами, так как мы сегодня говорим на тему путешествий, на тему многогранного развития, естественно, посредством культурного взаимообмена. Дорогие друзья, эта тема очень актуальная, очень полезная, очень интересная и весьма насыщенная. Хочется узнать и у вас, дорогие друзья, какие страны вы съездили, успели слетать, какого опыта набрались. Сегодня у нас в гостях девчонки, которые уже, несмотря на свои юные годы, много чего посмотрели, были в разных странах. А сегодня они нам рассказывают про свое путешествие годовое в очень любимую всеми нами страну Америка, так как практически все люди грезят американской мечтой, многие хотят туда слетать. Девчонки вот буквально недавно вернулись к нам и в прекрасном настроении сегодня рассказывают нам о своих путешествиях. Хочется узнать все-таки, девчонки, вот на первых порах, какие трудности возникают, какие-то барьеры, какие-то преграды, может быть. Я знаю, что вы приезжаете, вас сначала знакомят с семьей, в первую очередь, затем вы идете в школу. Да. Угу. Вот расскажите более подробно про вот первые шаги, скажем, вступления в американскую жизнь. Может быть, к моему счастью, наверное, у меня была неделя до учебы, как бы с моей семьей у меня было все в порядке, поэтому мне было самое страшное пойти на учебу. И когда я первый день пришла в школу, это было вот реально как в фильмах, и самый, наверное, страх был то, что за ланчем, за обедом я буду сидеть одна. Вот это, наверное, был мой самый большой страх, так как все проходят мимо, никто тебя не знает, и, к счастью, подошел один мой знакомый из церкви, и села рядом со мной, тогда возле меня собралось еще больше людей, и я почувствовала, что я не одна. Это был, наверное, самый такой страшный момент. Вот, был ли это твой первый день? Это был мой первый день в американской школе. Угу. У многих складывается впечатление, что американцы, можно сказать, один из самых приветливых народов, так как всегда улыбаются. По крайней мере, в фильмах мы видим это, встречая иностранцев у нас в Кыргызстане. Так ли это в школе среди сверстников? У меня было так, да, даже в первый день мне помогли найти класс, вообще незнакомые мне люди, и, наверное, это меня спасло вообще от всего разочарования, которое, я думала, в первый день будет. Да, там очень приветливые люди, даже если они тебя не знают, они могут подойти и сказать, как ты хорошо выглядишь. Для начала, вот в первый, наверное, месяц для меня это было странно, оказалось, что я не так выгляжу или еще что-то, но просто оказалось, что они даже не знают тебя, они могут улыбаться, они могут здороваться, они могут делать тебе комплименты. Это так приятно. И, наверное, невольно становишься таким же человеком, отражением того человека, с которым ты общаешься. Джамал, расскажи, пожалуйста, о том, как встретила тебя Америка. Первый месяц, когда я туда прилетела, я прилетела туда в августе, а моя школа начиналась в сентябре. И целый месяц я занималась с другими студентами,
из Франции, Кореи, Японии. Изучала язык английский. Да, изучала английский язык совместно с ними. Но потом через 15 дней приехала моя сестра. В моей семье я не была единственной обменным студентом. Там была еще одна девочка из Мозамбика, Африка. И когда она приехала, мы познакомились, и первый день в школе у нас был более легче. Я не нервничала, потому что я знала, что у меня есть моя сестра. Твоя сестра, которая названная сестра, Да, как названная говорится. сестра, да. Хорошо, а вот про свою семью расскажи, пожалуйста. Моя семья была пожилая, я их не назвала мама, папа, я их назвала бабушка, дедушка. Но они были более активные, более такие веселые, чем обычные люди. И они... Чем, скажем, пожилые люди в Кыргызстане, более активный образ жизни ведут. Да, и они успевали делать все, и заниматься спортом, и готовить. Они научили меня играть на пианино, много чего еще. Да. Девчонки, задает вопрос нам наша телезрительница, все та же активистка Амина. Пишет она нам: девочки, вы молодцы. Скажите, какие у вас планы на ближайшие 5 лет? Тяжело сказать, так как не знаю, что произойдет на следующий день. Думаю закончить свой университет, если получится получить магистратуру за рубежом, но обязательно вернуться сюда. Я так полагаю, это американский университет? Нет, сейчас я заканчиваю Кыргызский экономический университет, и думаю также по своей профессии менеджмент-маркетинг в Европе получить образование, то есть магистратуру. Насколько я знаю, многие выходцы программы Flex практически вот прям решительным шагом идут сразу в американский университет Центральной Азии. Джангл, расскажи, пожалуйста, о том, в какой университет ты пошла? Я пошла в КГУСТА, Государственный строительно-архитектурный. Я хотела быть необычной, я хотела отличиться, я не захотела идти в АУЦА, я не захотела на факультет экономики или медицины, я пошла на энергоснабжение. Хорошо. Да. Ну, решила уже изучить абсолютно другую область сферу. и разносторонне развиваться. Да. Девчонки, вы большие молодцы. Нам приходит буквально шквал сообщений. Я не успеваю их зачитать. Я думаю, сейчас как раз-таки время прерваться на небольшой сюжет, так как вскоре у нас появится еще один участник программы Flex в гостях. Он уже подошел, и вскоре мы его увидим в нашей студии. А пока можете до нас дозваниваться и писать нам посредством WhatsApp. Будем вас всех ждать, уважаемые телезрители. 97 50 05 – это наш номер, и такой же у нас WhatsApp, поэтому всех вас ждем. Сейчас я предлагаю прерваться на сюжет о жизни иностранца в Кыргызстане. Его зовут Бен, и давайте более подробно узнаем, как же ему живется у нас на родине. Вашему вниманию сюжет. Иностранцы весьма часто посещают Кыргызстан. Многие прилетают сюда целенаправленно, ради путешествий или получения образования, но нашего героя с Австралии сюда привело дело случая. 3 года назад Бену Феррису поступило интересное предложение – отправиться по работе в Кыргызстан, на что он ответил: а где это вообще? О том, как у него хватило решимости поехать в неизвестную страну и как живется иностранцу на просторах кыргызской земли, мы расскажем в сюжете. Я решил приехать сюда и посмотреть. А прилетев и увидев страну, я решил, что мне стоит попробовать пожить здесь. Летя навстречу неведомому, Бен с нетерпением хотел увидеть новое для него место. Эту поездку он воспринял как приключение и, наконец-то приземлившись, увидел много схожего со своей родиной. Мне очень нравится вид из кабинета на высокие горы. На работе у меня контракт, продлевается каждые 2 года, и у меня остался год. А мне все хочется продлить его еще. И вообще, я хотел бы остаться здесь жить, так как здесь я чувствую себя счастливым. К
Кроме работы, Бен ведет активный образ жизни. Летом любит отдыхать на озере Сыкуль, а зимой катается на сноуборде. А еще ездит верхом на лошадях и по вечерам ходит на танцы. Такие разные увлечения ведут к новым знакомствам и интересному времяпрепровождению. Это человек, которого можно просто взять, в любой момент позвонить. Если он свободен, конечно, от работы. Бен, поехали в горы. Поехали на сноуборде покатаемся. Поехали. Пойдем потанцуем сальсу. Пойдем. Как-то, человек очень легкий на подъем. Не заморачиваться, просто получает удовольствие от жизни. Как бы очень дружелюбный. Очень нравится, очень с ним комфортно себя чувствую. Как друг он просто замечательный друг. Всегда по какой-либо просьбе не обращаешься, он всегда рад помочь моментально. Вот у меня столько было случаев, скажем, когда я ехал на авто, там у меня какие-то случались, лопнула недавно шина, да, я один звонок ему сделал, и минут через 10-15 он уже был на месте. У австралийцев принято готовить барбекю в особые даты, события либо просто по выходным. По случаю приезда нашей съемочной команды Бен продемонстрировал свое искусство приготовления мяса на гриле. Увидев всю красоту страны, Бен не мог не полюбить Кыргызстан. За изумительную природу, за звон и чистоту рек, за краски озера и за дружелюбный народ. Восхищенный нашей страной, он даже готов жениться на кыргызской девушке и остаться здесь навсегда. Sauce. So, that's it. This is a very traditional barbecue. Традиционный вид. Сперва выворачивайте себе, а потом. Путешествия окрыляют, вдохновляют, дают нам новых сил и вдохновения на новые свершения. Дорогие друзья, я думаю, что сегодняшний наш разговор с нашими специально приглашенными гостями, возможно, поможет вам в какой-то степени определиться с выбором, куда вы хотите слетать, какую страну посмотреть, какие знания и опыт получить. Ведь действительно образование за рубежом – это сейчас нынче очень модная тенденция. Например, есть программа такая достаточно известная, которая называется Flex. И ребята относительно недавно вернулись. Действительно, только школьники могут участвовать, хотя, насколько мы поняли, по нашим сообщениям, хотят в ней участвовать и студенты, пишет нам наш телезритель, зовут его Айбек. Очень жаль, что эта программа предназначена для школьников. Я бы с радостью также слетал бы и посмотрел Америку. Ну хорошо, есть другие возможности, постараюсь ими воспользоваться. Ребят, к нам присоединился в нашу теплую компанию еще один выходец программы Flex, зовут его Иса. Добрый вечер, Иса, как настроение? Настроение отличное, очень рад быть здесь с вами. С лица не сходит настоящая американская улыбка, можно сказать. Действительно, я заметила, что многие люди, наши кыргызстанцы, которые прилетают с Америки, впитывают эту культуру и всегда улыбаются, всегда очень вежливо, всегда очень приятно в общении. Иса, расскажи, пожалуйста, нам о том, когда ты вернулся с Америки и насколько тяжелый был для тебя адаптационный период в Кыргызстане. Да, вы знаете, с Америки вернулся я 26 мая, совсем недавно, и адаптационный период этот у меня длился, наверное, недели 3. Не знаю, у некоторых дольше длится, но вот у меня так было. И была действительно, какая-то депрессия, что ли. А депрессия почему была? Именно по людям, по климату, я не знаю, по друзьям, по близким? На самом деле, очень скучал по друзьям, даже плакал, если честно, когда уезжал с Америки. Очень сблизился с многими людьми. И когда приезжал сюда, очень скучал по ним. Конечно, был рад видеть своих родителей и сестер, но как-то и люди, и культура, все это как бы было другое. Я уже привык к тому, приехал сюда, все другое, и как-то по-другому себя чувствовал. И через 3 недели уже обратно все было отлично. Все стало на свои места, да. Наверное, как хороший сон, да, такой годовой. Ребят, многие относятся к выходцам именно этой программы, не только, в принципе, ко всем людям, которые слетали в Америку, как к практически иностранцам. Ведь действительно меняется самосознание, меняется даже какая-то манера поведения.
Иса, расскажи нам о том, насколько сильно поменяла тебя Америка и в какую сторону, как ты считаешь? Ну, я считаю, Америка поменяла меня в хорошую сторону. Когда я приехал сюда, действительно, когда я общался со своими друзьями, со своими родными, они, ну, как бы замечали, что я какой-то другой. Не то чтобы там, знаете, в плохую сторону, ну, просто другой какой-то стал. Прям как в фильме, другой. Прям как, да, вот в американских фильмах, как они общаются, да, там. То есть в Америке они общаются очень вежливо, те слова, которые они используют, это очень, ну, другие. Не сказать, что мы очень грубые, ну, просто наша манера общения, она другая. И вот наша это ваша, да, американская. Да, как бы. И здесь американская манера общения, она вообще воспринимается по-другому, как будто ты там. Ну, расскажите нам, кыргызстанцам, о том, какая же это манера общения. Как можно понять, что этот человек точно побывал в Америке? Ну, очень часто вот это вот общение, слово WhatsApp, «пожалуйста». How are you? И всегда улыбаться. Всегда улыбаться, то есть здесь, если ты всегда улыбаешься, здесь... На тебя смотрят как на... Да, то есть а в Америке улыбнуться человеку на улице, ну, это обычная вещь. Здесь ты улыбнешься, что за мной сидит, что происходит. Человек подойдет и начнет еще мало того разбираться, наверное. Всякое может быть. Ребят, нам приходят сообщения, давайте я их сейчас зачитаю. Также пришло нам сообщение от нашей телезрительницы Амины, я чуть позже его прочитаю, так как несколько сообщений подряд от нее пришло. Ага. Пришло сообщение нам от телезрителя, который не подписался. Привет, Кеймус, удачи, пишут нам. Спасибо большое вам. Также пришли еще сообщения, давайте их также зачитаем. Добрый вечер. Первый привет вам, вашему коллективу. Хочу передать привет своему мужу Бакыту, что он у меня самый лучший, я его люблю. С каждым днем больше и больше. Написала нам Венера. Венера, мы вашей семье тоже передаем большой-большой привет. Надеемся, что сегодняшний вечер у телеэкрана за просмотром нашей программы будет для вас очень насыщенным и полезным. А мы продолжаем обсуждение очень интересной темы о том, как ребята в свои юные 17-16 лет познавали Америку. И, Иса, вот расскажи нам о том, насколько сложно и насколько легко парню прилететь в новую страну. Девчонки поделились с нами, что были какие-то страхи, но парни, я знаю, в этом плане немножко более смелые. Да. Насколько уверенно ты летел в Штаты? Ну, когда я летел, был очень взволнован, то есть очень было интересно, какая там школа, и все эти фильмы, правда это или неправда. Поехал туда, сразу начал со всеми знакомиться, знаете. Сам подошел? Да, сам ко всем подходил, в очереди, в столовой, в классе, все время знакомился, и у меня очень много друзей появилось, знаете. И как бы было очень достаточно легко мне найти друзей. Ну, конечно, скучал по родителям, по семье и по той обстановке, так как культура у меня была немножко другая, кыргызская. Когда я туда полетел, надо было как-то освоиться и с ними общаться на их языке, как говорится, да. И было вот в этом плане, наверное, адаптация у меня чуть сложнее, так как надо было употреблять другие слова. Я хотел быть очень таким дружелюбным, вежливым. Но не получалось. Там те слова, которые они используют, та манера, в которой они общаются, это другая, поэтому пришлось вот это поменять. И тогда вообще все было супер. Есть вот такое у нас стереотипное мнение об американских школах, которые внедрили нам американские фильмы про тех самых известных чирлидерш, которые правят школой, про футболистов, про спортсменов. Расскажите, пожалуйста, так же это на самом деле, так ли это или нет? Что вот есть такая прям четкая зережка, что кто-то ботаник, кто-то спортсмен, кто-то круче, кто-то хуже, что есть, скажем, специальные места, отведенные для лучших и для худших. Бывает ли такое? Честно говоря, я ожидала этого, когда я полетела в Америку. Особенно это, наверное, разделение чувствуется на ланче, как раз как показывают. Вот, здесь сидят отличники, здесь то есть какое-то место для лузеров определенно имеется. В моей школе, слава богу, такого не было, но мы делились по группам, например, кто занимается кросс-кантри, это бег, да, мы сидели обычно одна группа, кто занимается мюзиклами или искусством, они обычно другой, то есть так как у них классы меняются, они сидят именно с тем кругом общения, с которыми им интересно, то есть не по классам, как у нас там 11 А, 11 Б, да, и, наверное, было мне это больше интересно как раз, но такое, чтобы вот футболисты были, как сказать,
Лучшими такого не было, Превыше но других. было приятно, когда такие парни, которые занимаются спортом, да, особенно футболом, они просто ценятся, потому что футбол — это национальный вид спорта. Также чирлидерши, но чуть-чуть. Ребят, а не вы так сами было. какие выбрали секции, кружки? Я знаю, что так же, как и у нас, скажем, в американском вузе, в американских школах уже с начальных школ это практикуется, что можно выбрать себе определенные направления и идти по ним, развиваться до конца последнего класса. Вот вы какие классы для себя выбрали? Я занималась мюзиклами, участвовала в 2 мюзиклах. Я была менеджером баскетбольной команды, я была ужасна в баскетболе, поэтому решила стать менеджером баскетбольной команды и брала искусство. То есть это 3 вещи, которыми я занималась там. Творчески и именно спортивно развивалась практически. Ребята, вы какие секции посещали? Я люблю математику. Я с детства люблю математику и решила взять там, посмотреть, какая разница между кыргызской математикой и американской. Вид спорта я играла в баскетбольной команде, и да, я не хорошо играла, но старалась. Да, старалась. Иса, а ты подался? Какие Я люблю круги? математику Расскажи тоже, но я в ней не очень хорош, поэтому я взял в основном бизнес, уроки в бизнес-клубы посещал. Играл в футбол, обычный футбол, то есть не американский, обычный футбол. Был в клубе в нашем школьном, и там действительно очень огромный потенциал, они действительно открывают очень многие пути для своих учеников развиваться. И вот уже в школе для меня это было действительно удивление, что я мог в школе изучать такие предметы, как предпринимательство, бизнес-технологии, и уже учиться всем этим вещам, да, то есть со школьных лет. Как я поняла, ты хочешь состояться в будущем именно как предприниматель. Да, я обожаю предпринимательство, очень хотел бы в этой сфере развиваться. Ребят, задает нам вопрос наша телезрительница, зовут ее Амина. Говорят, американская молодежь более самостоятельная, чем кыргызская. Как вы думаете, так ли это? Могу сказать, что 100% да, так как в 14-15 лет они начинают уже работать, то есть помимо школы они уже работают. Также, например, если у них есть машины, как в фильмах показывают, да, что у каждого старшеклассника есть машина, то даже если родители им обеспечивают машину, но все остальное они платят сами. То есть дорога, бензин, еда, обед. То есть уже к 12-11 классу они уже настолько самостоятельные, что они зарабатывают сами деньги. А вы во время получения учебы вообще имели ли какую-то возможность где-то подрабатывать, где-то устроиться? Мы могли работать, но не в таких частных предприятиях. Мы могли помогать как няньки или помыть машину, почистить газон, но каждый месяц нам выделялась стипендия, и это нам вполне хватало. Хорошо. Давайте мы продолжим читать наши сообщения. Напомню, наш номер 0706 97 50 05, это номер нашего WhatsApp, и номер прямого эфира 97 50 05, если вы хотите позвонить нам и поговорить с нами, а не общаться посредством переписки. Пришло нам сообщение от телезрителя, зовут его Султан. Привет, Кеймус, мы хотим увидеть Дубай и хотим увидеть Америку, пишет наш телезритель. Слепые хотят увидеть солнце. Лишь один раз бы им увидеть солнце. Если у нас есть шанс, надо стараться больше путешествовать и смотреть мир, написал Султан, поделился своим мнением. Я думаю, как раз-таки это 2 страны, в которые чаще всего летают кыргызстанцы. Хорошо, давайте более подробно поговорим также на тему путешествий, так как это основная наша сегодняшняя тема. Иса нам еще не рассказала о том, в какой штат ты попал. Я был в Джорджии, в южной части, то есть прямо на границе с Флоридой. Было очень жарко, было странно жить без зимы. То есть я очень скучаю по зиме, очень хочу без зимы. Насколько жарко там было? Вы знаете, там жара такая, другая жара, то есть такая высокая духота влажность, стоит, да, высокая влажность и такая духота стоит. И сразу, когда я вступил на территорию Джорджии, было, знаете, такое... Тяжело было дышать даже. Вот когда с Кыргызстана летишь в Джорджию, в этот штат, очень тяжело дышать. И, я со временем, конечно, освоился. Могу сказать, что климат там совсем другой. И понравился ли тебе климат? Привык ли ты к нему? Когда я привык, да, очень понравился. Было интересно без зимы. Ребят, давайте еще раз перечислим, в каких штатах вы были.
Я штат Колорадо. Колорадо. Гавайи. Гавайи. Я в Вашингтоне, во Флориде. То есть успел попутешествовать? Да, то есть я успел попутешествовать. Хорошо. Во Флориду очень А вообще часто. какие-то вот есть различия? Я знаю, что у некоторых штатов есть даже свои законы. Давайте каждый немножко расскажет про свой штат. Мы будем сегодня расширять мировоззрение посредством ваших историй и рассказов. Наверное, самый смешной момент, когда я была в Америке, я была в штате Колорадо, и у нас именно в тот год, когда я была там, легализовали марихуану. Это, наверное, будет самый такой... Какой это был год? 2014. 2014 год. И как раз это было столько шуток на эту тему, что в школе, что в Кыргызстане, что в Америке. То, что почему мы такие веселые в штате Колорадо, наверное, это самый такой запоминающий момент, чем мы отличались вот именно от других штатов. А вообще твое личное мнение? Как ты относишься к таким законам? Ведь наверняка социальные опросы проводились у молодежи. Как вы думаете, что вы считаете на этот счет? Честно говоря, даже не задумывалась об этой ситуации, но, наверное, это и есть и хорошие, и плохие стороны по-любому, потому что даже если не легализуют, то это есть, то есть это есть, и никуда его не уберешь. А тут хотя бы могут контролировать. Но с другой стороны, это позволяет молодежи легально тоже использовать, и это плохо, думаю. Но все-таки это страна демократии, другие законы, иные люди. Сейчас нам задает вопрос наша телезрительница. Я вопрос сейчас зачитаю, напомню пока номер 076 97 50 05. И, дорогие друзья, посредством WhatsApp мы не принимаем звонки, мы лишь принимаем сообщения. Поэтому большая просьба, если вы хотите до нас дозвониться, звоните на городской номер 97 50 05. К сожалению, разговаривать в эфире через WhatsApp мы не можем, поэтому звоните, пишите, для этого есть специально 2 отведенных номера, будем вас ждать. Сегодня говорим мы на тему путешествий, с нами сегодня Алтынай, Джамил и Иса, и вопрос задают нашему сегодняшнему гостю, единственному джентльмену. Иса, какую мотивацию ты можешь дать молодежи и подросткам? Ну, я бы хотел сказать, что нет ничего невозможного. И нужна вера. Вы должны верить в то, что вы сможете сделать, в то, что вы хотите. Должны действительно иметь какую-то мечту перед собой. И чтобы у вас не было тех ограничений, которыми вы сами себя ограничиваете. У меня в жизни тоже есть ограничения, которыми я себя сам ограничиваю. Очень стараюсь их избегать. И хотел бы вдохновить вас, что вы способны на очень много. И у вас есть столько же потенциала, сколько было в Стиве Джобсе, сколько было в Билл Гейтсе и в Эйнштейне. И, то есть вы можете этот потенциал развивать. Каждый из нас гений, хотел бы вдохновить. Возможности безграничны, одним словом. Возможности безграничны, действительно. Слушай, Иса, сейчас как раз-таки предвыборная агитация началась. Может быть, тебе также стоит податься в эти ряды, с твоим умением выступать. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир, и до нас дозвонился телезритель наш первый. Давайте его поприветствуем. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы пожелать свои пожелания этим ребятам. Слушаем. Они молодцы, что прошли этот жесткий отбор и побывали в Америке. Очень отрадно, что наша молодежь имеет возможность огромную съездить в такую страну мечту и набраться опыта, да? И касательно своих детей, я мама 2 детей, у меня сын и дочка. Я сейчас я готовлю, уже заранее готовлю своих детей, чтобы они участвовали в Flex, чтобы они сдали и побывали тоже в Америке. И у меня вопрос такой, какие рекомендации могут дать эти ребята? Я прошу прощения, что не запомнила их имена. Я только что включила и смотрю в течение 5 минут. Поэтому какие критерии отбора? И на какие вопросы нужно готовиться, нужно ли знать английский на высоком уровне. Ну, в общем, более конкретные рекомендации могут ли дети дать. Спасибо большое вам за интерес к нашей сегодняшней теме. Как вас зовут? Меня зовут Бурул.
Буруладжи, спасибо вам за то, что присоединились к нам. У меня есть встречный вопрос к вам. Так как вы являетесь мамой двоих детей, и мы сегодня говорим про программу, посредством которой ребята летают и целый год живут в чужой семье, расскажите, пожалуйста, было ли бы у вас какое-то ревностное отношение, если бы ваш ребенок целый год прожил в американской семье и чужую женщину назвал мамой? Нет, как бы у нас изначально семья демократичная, и я вполне как бы... Лояльно. Да, я не буду относиться ревностно, я буду очень рада, если мои дети побывают тоже в Америке, потому что я сама уже долгие годы сама мечтаю побывать, но у меня как бы уже, может быть, в будущем это получится, просто я изучаю язык с 3 лет. У меня родители тоже англоязычные, они преподаватели английского языка. И всю жизнь мне сейчас 36 лет, я до сих пор мечтаю побывать хотя бы в ту страну, чей язык я изучаю уже в течение долгого времени. И так как у меня не получается, я хотела бы, чтобы мои дети побывали. Нет, конечно, я буду очень рада и счастлива, если они пройдут и поедут в Америку. Спасибо большое вам за то, что дозвонились до нас, выразили свое мнение. Я думаю, те вопросы, которые вы задали ребятам, будут действительно полезны всем другим телезрителям. Давайте ответим на вопрос нашей телезрительницы. Ну, наверное, английский не должен быть на совершенном уровне. То есть, уровень интермедиа достаточно. Да, достаточно. Зависит все не от того, какой у вас английский, а какой вы человек, потому что они смотрят на то, сможете ли вы год прожить в стране, не зная никого. Это сложно, то есть психологически сложно. Поэтому они смотрят на тех детей, которые смогут это испытать, смогут это выдержать, во-первых. Во-вторых, ищут лидеров, потому что эта программа именно обмена лидеров. И, наверное, здесь потенциалом, то есть те, которые смогут что-то изменить здесь, в Кыргызстане. Это, наверное, самый большой критерий, по которому выбирают. И маленький совет, то, что нужно быть активным, социально активным человеком, чтобы попасть на эту программу. То есть нужно уже иметь за плечами определенное резюме, проделанные проекты какие-то социального характера. Джамила, вот ты до программы Flex какую социальную деятельность вела? Я, честно говоря, узнала в 2012 году о программе Flex, и мне помогли Flex-аламники, которые дали знать, что такое. Если бы не было их, я бы не знала, что это, и, может быть, я бы пропустила свой шанс. До программы Flex я участвовала в нескольких проектах молодежных, которые специально организованы для волонтерства, помощи ветеранам, сиротам. И это часто звучит как бы не очень интересно, но это очень-очень интересно, потому что ты там знакомишься с новыми людьми, ты делаешь всякие интересные вещи, да. Это очень... И самое главное, ты вносишь свою лепту, можно сказать, в то, чтобы сделать этот мир добрее. Ребят, вы большие молодцы. Я думаю, что вопросы появятся еще и еще до конца нашей программы. 97 50 05 номер нашей студии, это городской номер, а также есть у нас сотовый номер 0706 97 50 05. Достаточно ввести только код 0706, можно писать нам посредством WhatsApp, а также можно писать смс-сообщение. Сейчас будет небольшая рекламная пауза. Напомню, что тема сегодняшнего дня на повестке дня — обсуждение очень интересной темы путешествий. Присоединяйтесь к нам. Мы не замечаем уже, как проходит время нашего эфира. Оказалось, что всего-то 15 минут осталось до конца. Так как действительно мы разговаривали сегодня с нашими гостями, напомню, что у нас сегодня Алтынай, Джамил и также Иса в гостях. Эти ребята являются участниками программы Flex. Это программа по обмену. Ребята проходят определенные этапы отбора и после этого уже отправляются жить целый год в Америке и постигать новую культуру.
Ребят, мы продолжаем также обсуждение данной программы и в целом всевозможных возможностей, которые открываются для молодежи Кыргызстана. Расскажите, пожалуйста, о том, насколько я знаю, вы все представляете абсолютно разные города, кто-то с Ашак, кто-то с Каракола, кто-то с нашего города, с Бишкека, о том, как проходит именно этап конкурсы, всевозможные тесты и собеседования в каждом из ваших городов. По какой-то общей одной схеме или как-то отличается? Ну, схема в идее одна, то есть так же, как я говорила, это 3 тура, просто в разное время проводится. Вот, например, на данный момент, если не ошибаюсь, уже в Караколе, в Карабалте уже прошел тест на первый тур, и сейчас 13 числа будет в Балахчи и на Рыне. Потом уже по остальным областям. А три этапа, давайте их перечислим, обозначим, что это за этапы. Первый тур — это грамматика, там, если не ошибаюсь, 16 вопросов, нужно пройти пороговый так. На сколько вопросов нужно ответить? Я точно не знаю, если не ошибаюсь, в общем где-то 24-26 баллов, то есть. То это тоже зависит от школ, потому что есть специализированные школы, у которых нельзя сравнить уровень с селом, да, например. Все-таки есть какие-то различия? Да, конечно. Так как я, например, училась в специализированной школе, у нас был проходной балл выше, чем у других школ. Это различается. То есть, с какой школы... А вот, Джамала, ты в какой школе училась? В средней? Нет, я тоже в гимназии училась, но мне не говорили про баллы, я просто узнала результаты и была счастлива. А какие-то привилегии вообще для детей из регионов имеются? Если не ошибаюсь, да, то есть учитывается именно на каждый регион даются определенные места, то есть учитываются регионы, поэтому регионам больше шансов иногда. И для некоторых ребят, которые не очень владеют английским языком, все же есть шансы, и если они пройдут всю процедуру, их могут отправить на месяц в Молдову и там учить английский. И у них уже будет более лучший английский перед тем, как уехать в Штаты. Ну, возможности в любом случае какие-то открываются. Конечно. Можно пройти именно школу английского языка. Ребят, вот после того, как вы слетали, пожили год в Америке, насколько вырос уровень вашего английского? До свободного уровня? Акцент у вас есть? Нет. Очень вырос, если честно, уровень английского языка. Очень легко общаться. Когда я, если честно, сюда приехал с Америки, мне было немножко трудно разговаривать на русском, и особенно на кыргызском языке. Я очень хорошо разговариваю на обоих языках, но когда я прилетел, построение слов, все это, я думал уже на английском языке. Когда Думал на английском, а затем переводил на русский. Да, потом переводил, и была какая-то белиберда, да, но вот я привык через неделю, через 1,5 недели уже более-менее я мог. А изначально, когда вы летели туда, у вас все-таки какой-то акцент, наверное, среднеазиатский присутствовал. Конечно. А как вы... Русский акцент почему-то. Именно русский акцент. Да, многие говорят, что у нас русский акцент. А как вы работали над своим языком, как его совершенствовали, чтобы сделать его лучше, или само собой все получилось? Мне кажется, мы повторяли, не знаю, как за ребят скажем, мы повторяли за тем, как произносят другие люди в Америке. Так и учишься. Многие слова, которые мы учим здесь, из грамматики, тогда это почти много, что мне не особо пригодилось, как понимание, да. Но почти весь мой багаж, который я получила там, это вот все, что я использовала именно там. То есть это вообще по-другому, да? Да. Более практика помогает. Там много друзей, там семья. Они все разговаривают на английском, и у тебя нет выбора. А были ли какие-то моменты, что вы, скажем, идете куда-то в магазин или в определенное учреждение, вам нужно провести какую-то определенную процедуру, может быть, что-то заказать, какие-то документы подписать, и вы просто не понимаете американца вот на начальном этапе? Да, у меня был такой момент, это когда мы заходили в Subway, и там нужно выбирать... Сеть фастфуда, да, и вот мы с мамой всегда ходили, с мамой, и вот нужно было выбирать, то есть заказывать там ингредиенты, а у меня это не получалось до последнего, мне кажется, до последнего, пока не улетела, и мне всегда заказывала мама. Вот это тот момент, когда я вот не могла это сделать до последнего, не знаю почему. Ну, раз уж мы заговорили на тему фастфуда и в целом, скажем, американского питания, мы знаем, что очень популярные, там различные есть магазины, это не только Макдональдс, это Subway и так далее и тому подобное.
вообще есть такое мнение расхожее, что поправляются люди в Америке от этого питания. Вы следили вообще, ребят, как-то за своим питанием? Или все-таки тоже влились в эту колею и принялись есть гамбургеры и пить колу? Я ни от чего не отказывалась. Я люблю покушать, и я любила пробовать все. Кажется, я постаралась попробовать все. И так как в Гавайях много туристов, там и японская, и китайская, и европейская кухня, и мы часто пробовали что-то новенькое, и я не отказывалась. Гавайским танцам научилась? Конечно, конечно. Хорошо, жаль, у нас времени не остается, так попросили бы тебя потанцевать. И опять же на тему еды задает вопрос нам наша телезрительница Амина. Как вам американская кухня? Давайте вот помимо фастфудов обсудим, какие еще деликатесы там имеются, которые вам понравились. Вот, Иса, расскажи нам, пожалуйста. Ну, знаете, американская кухня, она очень вкусная, могу сказать. Очень такая разнообразная, потому что в США очень много разных культур, они все вместе живут. И, ну, как таковой одной вот культуры питания да, одной нет. такой культуры питания нет. Есть итальянская, испанская, ну, американская фастфуд, да, это их культура. Но вот когда меня приглашали в гости, было очень вкусно, очень много кухонь, я попробовал, там было очень вкусно. Да, наверное, американская это мясо, стейк. Да, вот. Больше стейки. Да. Барбекю. Да, очень вкусно. Но все-таки что-то общее есть, да, у кыргызского и у американского народов. Это Мясо. любовь к мясу. А вообще пробовали ли вы приготовить что-то наше национальное, традиционное кыргызское для своей американской семьи? Конечно, мы готовили много. Я готовила лично плов. Это было без слов, то есть. Потом делали барсоки, особенно Курманай, когда я была там. И, наверное, на Новый год, так как моя семья, обычно американцы Новый год не празднуют, а мне так хотелось вот оливье, я вот себе лично сделала оливье, чтобы вот как-то спраздновать Новый год, потому что они этого не делают. А с семьей вместе отпраздновали? Да, я с мамой и родителями, да. Ребята, а вы чем удивили своих близких? Мой хост-отец любил овощи и суп, и я приготовила ему лагман. Он влюблен был. Хорошо. Иса, как ты вообще с ножом, вилкой, я не знаю, в отношениях, помимо того, что ты любишь поесть, как я поняла, как настоящий кыргызский мужчина, что ты умеешь готовить? Я приготовил плов тоже. У нас было такое собрание, еще студентки по обмену с Китая, из Кореи были. Мы втроем собрались и решили такой ужин устроить для наших хост-семей. Мы приготовили очень вкусные разные блюда. Я приготовил плов. Ну, было очень вкусно. Вот это то, что я приготовил. Остались под глубоким впечатлением, одним словом, они от нашей национальной кухни. И не могу такой вопрос не задать про то, вообще, как они реагировали, скажем так, на нашу страну, на название нашей страны, так как я сама была в Соединенных Штатах Америки, и, скажем так, небольшое количество людей слышали о Кыргызстане, но, наверное, за год вы успели пообщаться с абсолютно разными людьми. Были ли такие моменты, когда про Кыргызстан говорили: да, слышал, знаю, бывал? Это очень радовало, когда люди говорили: я знаю, где это, что это, да. Насколько часто слышала такие положительные мнения? У меня в семье, моя хост-семья, она 16 лет уже принимает студентов, и в прошлом году была девушка из Казахстана, и она рассказывала про Кыргызстан, так что моя семья вполне знала, что такое Кыргызстан. А вообще, в целом, скажем, именно из народов Средней Азии, давайте поговорим про это. Честно говоря, путают с Афганистаном, с Пакистаном. С Курдистаном. Окончание «стан» отражается, да, все-таки негативно? Они очень путают. Я, наверное, встречала только раза, наверное, 2 или 3 человека за весь год, которые знали не только Кыргызстан, но и знали некоторые традиции, да. Один человек смог перевести мое имя, я была в шоке просто. Да. Был ли это американец? Это был американец, который много лет работал в Монголии. Как известно, монгольский немного похож на кыргызский. И он сразу сказал, что меня зовут, как переводится, как «Золотая луна». А так большинство из них задают иногда глупые вопросы. Не помню, меня самый поразил вопрос от старшеклассницы, что у вас случайно нет королевы или там короля? Я была в шоке, но мы как раз приехали туда, чтобы
показать им или объяснить им, что такое Кыргызстан, с чем его едят, как говорят. И думаю, нам это удалось. Нужно было ответить, что действительно все наши кыргызские женщины королевы, а все наши мужчины короли. Ребят, пришло последнее сообщение нам, давайте зачитаем его. Также от нашей телезрительницы Амины. Спасибо вам за то, что вы были в течение целого часа вместе с нами. Ребята, вы молодцы, мы все гордимся вами, удачи вам во всем. Кефир, спасибо вам за возможность пообщаться с такими креативными ребятами. Вам огромное спасибо за то, что были с нами все это время, задавали свои вопросы. Надеюсь, что ребята, в свою очередь, внесли какую-то лепту, может быть, в развитие вашей семьи, ваших детей и заложили какую-то почву для развития потенциала не только своего, но также в целом молодежи Кыргызстана. Ребят, вы действительно огромные молодцы, я думаю, гордятся вами многие. Из скольки людей вообще вы попали туда? Из тысяч, наверное, практически. Можно сказать, да. Отобрали. Да. В Ваше, когда я участвовала, я слышала, что там было 3000 человек. Из 3000 прошла ты одна? Да. Нет. Не одна, где-то 10-15 человек. Ну, 10-15 человек, это тоже очень высокий результат. Ребят, я вам пожелаю удачи. Сейчас у нас рубрика «Свободный микрофон». Нас сегодня смотрели многие, было очень много добрых слов сказано, и хочется от вас услышать также приятные пожелания в адрес всех зрителей. Наверное, начнем с мужчины, да? Давайте, как и положено в Кыргызстане. Ну, желаю счастья и желаю вам, тем инициативным молодым людям, школьникам, которые хотят побывать в США, и не только школьникам, конечно, студентам и даже вот людям, которые уже закончили школу и университет. Желаю вам, чтобы вы смогли воплотить свои мечты в реальность. Хотел бы пожелать вам, чтобы вы стремились, никогда не теряли надежду и понимали, что успех не приходит сразу. Это каждый день повторяющиеся действия приводит нас к успеху. Спасибо большое, Иса. И, девчонки, от вас пару слов. Наверное, скажу путешествуйте еще раз, так как один день за границей меняет твое мировоззрение вообще на 180 градусов. И думаю, это именно то, что можно получить, не сидя за книгой. То есть знания, которые можно получить своим опытом. Это, наверное, самое интересное, что может быть вообще в жизни. Я хотела бы сказать большое спасибо за приглашение. И я хотела пожелать людям, чтобы они были всегда здоровы, счастливы. Это самые главные вещи. И всегда быть уверенным в себе, иметь мечту и верить в нее. Тогда все получится. Спасибо, ребят, вам большое за такие мудрые слова. Вот, глядя на вас и разговаривая с вами, складывается впечатление, что это очень взрослые люди, которые состоялись в жизни. Я надеюсь, что так и будет, что вы добьетесь всех своих целей, которые вы себе уже поставили. Удачи вам желаю. Уважаемые телезрители, к сожалению, настало время попрощаться. Напомню, что партнер нашей команды – это компания Шоро, родниковая вода легенда. Пейте свежую ледниковую воду, освежайтесь и, конечно же, не забывайте каждый вечер включать телеканал Кеймус с 7:30 до 8:30 вечера. Мы вместе с вами. Самые актуальные темы. И, конечно, мы ждем предложений от вас, на какие темы хотелось бы вам побеседовать вместе с нами. Я с вами прощаюсь. Впереди 2 выходных дня. Желаю вам провести их в прекраснейшем настроении. Меня зовут Аджамал Усмонова. Увидимся с вами вновь в понедельник. До скорых встреч.